Одна из самых эффективных и действенных площадок для принятия важных решений. 9-я конференция Северо-Кавказской парламентской ассоциации в этом году прошла в Северной Осетии Алании, одном из старейших вузов Юга России, Горском государственном аграрном университете. Созданием этой конференции один из создателей был председатель парламента Чеченской Республики Докуваха. Стало легче пробивать, понимаете? Мы многие законы, наши предложения, они где-то оседают. Но когда уже все вместе, когда легче понимать, легче пробить эти все вопросы. Поэтому я считаю, что наша Северо-Кавказская ассоциация уже много сделала, еще сделает для всех наших республик. От парламента Чеченской Республики в форуме принимали участие вице-спикер Саид Юсупов, депутаты Шаид Джамалдаев, Усман Аздамиров, Хусейн Таймасханов и Сейпи Бердукаев. Во Владикавказ также приехали руководители законодательных собраний из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Думы Ставропольского края. После обсуждения законопроектов в профильных комитетах состоялась и основная конференция парламентариев. Порой за теми обращениями, которые принимаем мы с вами, за теми законопроектами, которые мы с вами рассматриваем, стоит судьба и жизнь конкретного человека. А это самое важное. Это то, ради чего мы с вами работаем, то, ради чего мы с вами сотрудничаем. Законодатели обсудили вопросы совершенствования регионального законодательства, взаимодействия с федеральными органами власти, а также проблему общей для всех российских регионов. Депутаты Северного Кавказа поддержали важные законодательные инициативы субъектов СКФО, вносимые в Госдуму России. В их числе была и законодательная инициатива парламента Чеченской Республики о внесении изменений в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. С подробным докладом по этому вопросу выступил депутат Шаид Джамалдаев. Настоящий проект федерального закона предусматривает усиление наказания за действия, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. Собравшиеся поддержали законодательную инициативу и единогласно. Далее состоялась встреча с местными и федеральными журналистами. Отвечая на вопрос о необходимости ужесточения наказания за разжигание межнациональной розни в СМИ, заместитель председателя парламента Чеченской Республики Саид Юсупов отметил, что необходимость изменений законодательства продиктована временем. Делегации законодательных собраний посетили и мемориал славы в центре Владикавказа. Гости возложили цветы к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Здесь же местные творческие коллективы устроили для гостей небольшой концерт. Торжественное собрание, посвященное 20-летию Северной Осетии Алании, состоялось в здании правительства республики. Заместитель председателя парламента Чеченской Республики Саид Юсупов пожелал коллегам счастья, здоровья и плодотворной работы. Он вручил руководителю североосетинских законодателей картину, а отличившимся депутатам почетные грамоты парламента Чеченской Республики. Санита Тутаева, Адам Хаджиев. Новости.